Всем привет! Я Алишер, а я Манон. Мы продолжаем путешествовать по Казахстану и делимся с вами своими впечатлениями. Итак, Манон, ты уже придумала, куда мы отправимся сегодня? Конечно, я думаю, что нам стоит посетить уникальное озеро Балхаш. Возможно, ты слышал, что одна его часть пресная, а другая соленая. Серьезно? Я даже не знал, что такое бывает. Да, я в курсе, что ты отлично разбираешься в экономике, а вот географии и прочие науки — это, мне кажется, не совсем твое. Ну, хватит смеяться надо мной и над моими скудными знаниями в области географии и тем, что я не в курсе, где соленая вода, а где нет. Нет, специально для тебя и наших зрителей мы поднимемся на гору Бектау-Ата. Возможно, посетим музей в Балхаше и поедем к самому озеру. Обещаю, скучно не будет. Напротив, эта поездка будет очень насыщенной и веселой. Да, очень надеюсь, что все это будет интересно не только для меня, но и для всех, кто нас смотрит. Так и будет. Тогда поехали. Да, я полностью тебе доверяю. Поехали. Пока Алишер пакует чемоданы и запасается лучшими средствами от комаров, которые пригодятся нам в поездке, я решила узнать побольше о соли. Мы едем на Балхаш, и поскольку часть этого озера соленая, эти знания могут мне пригодиться. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Манон. Я профессор Батырханов. Очень приятно. Шайхслам Килибаевич, консультант данного центра. О, очень интересно. Если честно, я впервые посещаю подобные учреждения, поэтому мне очень интересно и у меня множество вопросов. И в первую очередь я, конечно, хотела бы узнать, как родилась идея создать такие искусственные соляные пещеры. Кейв. Спокон веков известно с полезностью. Нам идея пришла, то, что именно дети, страдающие, взрослые, страдающие бронхиальной астмой, получают именно от этой галотерапии хорошую эффективность. В литературе известно 85-90% галотерапия дает хорошую эффективность. Хорошо, давайте пойдем и посмотрим. Go to a true medical. Вот клиника, которая представляется палатой, коридор общий длинный. И у нас вот палаты. Здесь вот. У вас тоже соль есть вот. Соль. Вот здесь они находятся с часу и более до 3-4 часов. Некоторые могут дольше находиться, могут спать здесь. Все отвлеченные от всего. У нас ионизатор работает, подключается, оно здесь насыщает вот это еще плюс к этому. Мелкодисперсные ионы при этом в целом палате. Пребывание в этой соляной пещере словно переносит в совершенно другую вселенную. Мы находимся здесь буквально минут 20, и я почувствовала себя новым человеком. Здесь очень свежий, кристально чистый воздух, да и энергетика здесь особенная. Здесь достаточно высокая влажность, но при этом помещение сухое, и чувствуешь себя очень комфортно. Я бы тоже тут поспала. Серьезно, будь у меня побольше времени, я бы осталась здесь на всю ночь, прямо на этой кровати. Думаю, после сна в этих стенах чувствуешь себя полным энергии. Как вы уже слышали, соль эта была привезена из другой страны, и это тоже придает месту особый шарм. Что ж, еще один новый опыт для меня. Я о нем не жалею и с удовольствием продолжила бы знакомство с чудесами соляной пещеры. И вернулась бы сюда еще раз. Мы наконец-то двинулись в путь. Нам повезло встретить ребят, которые, как и мы, направлялись из Алматы в Балхаш. Мы разделили с ними расходы на бензин и спокойно доехали до нужного нам места. Правда, дорога заняла целых 9 часов и была весьма утомительной. Но чего не сделаешь ради экономии.
Итак, наше путешествие по этому региону начинается в 70 километрах от города Балхаш. Изюминкой этой местности, без сомнения, является одноименное озеро, к которому ежегодно съезжаются десятки тысяч туристов, чтобы провести там свои выходные или летний отпуск. Но мало кто из них знает о еще одном местном сокровище – урочище Бектау-Ата, что в переводе с казахского означает «гора святого старца Бека». Туда-то мы и отправились в первую очередь. Друзья, мы неспроста выбрали для посещения это место. Мы здесь по одной хорошей причине. В одном из тревел-блогов я прочитала, что оно, цитирую, кинематографично красиво. И вы можете убедиться в этом, глядя на окружающие нас скалы, которые, кстати, носят очень интересные названия, такие как Черепаха, Сундук и Трехзубка. Мы планируем посетить их все и прогуляться, и, возможно, увидеть раскинувшиеся здесь маленькие леса, небольшие озерца с целебной водой и загадочные пещеры. Знаешь, я уже даже с этого места вижу, что пейзажи здесь просто захватывающие. Я теперь понимаю, почему фотографы так любят это место. Только представь, как тут удивительно в ночное время или в дождь. Пейзаж здесь очень необычный. Я бы даже сказал футуристический. Давай пойдем и рассмотрим все поближе. Да, так и сделаем. Пойдем. Так интересно, посмотрите на эти скалы. Порода гладкая, но при этом не скользкая. Очень удобно подниматься вверх, даже не имея специальной подготовки. Наверное, во время дождя здесь так красиво. Только представь, как вода стекает по склону широким потоком, переливается на солнце, гора сияет, как драгоценный камень. Никогда бы не подумала, что Алишер в душе такой поэт, настоящий романтик. Ты действительно меня поразил. Эта картина теперь стоит перед моими глазами как живая. Даже жаль, что сегодня не идет дождь. В этом тоже есть свой плюс. Вряд ли бы мы забрались сюда в плохую погоду. Да, ты прав. Не знаешь, откуда здесь появилась такая гора? Только в общих чертах. Считается, что Бектау-Ата — это гранитная вулканическая лава, застывшая на поверхности и в трещинах земли. Она и сформировала этот потрясающий ландшафт. Представляешь, природа сама сотворила это чудо. Да, это чудо. Но я, конечно, не геолог, так что наверняка утверждать не могу. Но это одна из базовых теорий его происхождения. У нас пошел дождь, и все стало так, как я и представлял. Скалы очень красиво переливаются. Они в прямом смысле сияют. Да уж, нужно быть осторожнее в желаниях. Чуть раньше я ведь действительно хотела, чтобы пошел дождь. И вот он полил, как из ведра. Как думаешь, что нам теперь делать? Мы вообще сможем сегодня дойти до вершины? Сегодня очень опасно выходить отсюда и пытаться как спуститься, так и подняться наверх.
Да и вообще, согласно местной легенде, наверх забираться нельзя. Местное предание гласит, что здесь некогда жил миролюбивый народ. Однажды на него напали враги. Тогда мудрец по имени Бек взмахнул руками, остановил местную реку, чтобы она пропустила людей. А после река вновь слилась в единый поток, преградив дорогу врагам. Мудрец взобрался на гору и стал жить в пещере, строго-настрого запретив людям сюда подниматься. Якобы, если человек взберется на вершину горы, то с ним непременно случится беда. Вот такая легенда. Да, такова легенда. Ее сюжет кажется мне очень знакомым. Что ж, раз такое дело, не будем гневить духов. А что касается пещер, думаешь, они и правда существуют? Или это просто местные легенды? Здесь поблизости действительно есть пещера Амангельды. Одна из самых больших и таинственных во всем Казахстане. Мы могли бы туда сходить. Хорошо, пошли. Думаю, что другого шанса у нас не будет. Да, возможно. Пошли. Ну что ж, это был непростой подъем. Дождь, скользко и очень опасно. Но вот мы, наконец, здесь. Да, очень жаль, что мы так и не добрались до пещеры Амангельды. И нам здесь действительно очень помешала погода. В другом случае я бы просто сказала, что Алишер драматизирует и перестраховывается. Но это было бы ложью. Алишер совершенно прав в суждениях. Мы почти достигли пункта назначения, но посещение самой пещеры лучше все-таки отложить на следующий раз. Надеюсь, нам удастся однажды вернуться сюда, побывать таки в пещере и загадать желание, потому что мы слышали, что там сосредоточена позитивная энергия, и все желания сбудутся, если их загадать в этой пещере. Так что очень надеюсь однажды там побывать. Я тоже на это надеюсь, но здесь ведь тоже очень неплохо. Вид красивый. И пусть мы не дошли до пещеры Амангельды, но здесь тоже здорово. Это правда. Так что все в порядке. Да. Мы покидаем это удивительное место и отправляемся на встречу с легендарным озером Балхаш. Оно поражает не только своей красотой, но и размерами. В списке крупнейших озер Земли Балхаш занимает 14-е место. Итак, мы все ближе к конечной цели нашего маршрута, потому что мы только что въехали в город Балхаш. По уже сформировавшейся традиции мы делим наше путешествие на две части. Первую мы посвящаем познавательному и культурологическому аспектам. Собственно, поэтому мы и заехали в город. А во второй части, кстати, моей любимой, мы будем развлекаться. Я даже представляю примерно, что нас там ждет. Да, забавно. Хорошо. Я думаю, тебе было бы интересно посетить некоторые места в городе. Например, здесь есть исторический музей. Да, и вполне возможно, тебе понравится местная архитектура. Что ж, не будем гадать. Лучше пойдем и посмотрим. Вперед! Перед прогулкой мы решили как следует подкрепиться. Балхаш, как известно, один из самых рыбных регионов Казахстана. Поэтому нетрудно догадаться, что именно мы заказали в одном из местных ресторанов. Твое здоровье! За тебя! Итак, где же мы сейчас находимся? Это корейский ресторан, и специально для тебя я заказал идеально обжаренную рыбу, приготовленную в лучших традициях Балхаша. Ну и традиционные корейские салаты. Они, кстати, тоже с рыбой. Ты просто обязана все это попробовать. Хорошо. Думаю, ты так же голоден, как и я. О да, я бы сейчас и слона съел. Даже не сомневаюсь в этом. Даже если бы тебе подали бешбармак по-корейски. Да, однозначно бы я и его съел. Итак, приступай. Хорошо, попробую одну. Что думаешь? Очень вкусно. И прожарено хорошо. Вот в чем прелесть жизни возле водоема. Всегда есть свежая рыба. Ты совершенно права. Свежая, а не замороженная. Очень вкусно. И отлично приготовлено.
Very nice. I like the style how they fried it. Good. So what do you think about Balkhash? А как тебе сам Балхаш? Город нравится? Да, мне очень нравится, что здесь такое огромное озеро, которое идеально подходит для семейного отдыха и кемпинга. Что касается природы, мне здесь безумно нравится. А городок-то сам маленький. Мне нравится, что озеро здесь уникальное. Половина соленая, половина пресная. Да здесь и рыбу половить можно, и поплавать. Ну и, конечно же, как водохранилище, Балхаш играет огромную роль в жизни региона. Да, это без сомнения очень большой водный резервуар. Было бы здорово увидеть реку Или, которая питает Балхаш. Надеюсь, у нас получится. I hope we will have some opportunities to see the Ili, which is feeding the lake. Yeah. Actually, it's very nice. The fish was so perfect. I'm so Рыба идеальна. Мне очень нравится. А теперь расскажи, что еще у нас на столе? Мне кажется, это корейские манты. Их обычно с соусом едят. Я вообще-то сам их никогда не пробовал, так что это экзотика не только для тебя, но и для меня. Предлагаю попробовать. I am ready. Я готова. Без соуса будешь? Нет, нет, не будешь соус. No? No sauce? Ну хорошо, уговорил, возьму немного. So right now, Друзья, сейчас мы прогуливаемся по центральной площади города Балхаш. Это главная улица и главное здание в городе. Хорошо, Алишер, скажи, что это за здание? Напоминает мне театр, но я не уверена. Не совсем театр, это дворец культуры. В советское время здесь не было развлечений, никакого культурного досуга. И поэтому было решено строить повсеместно такие вот дворцы культуры, в которых размещались библиотеки, кружки народного творчества, где можно было заниматься танцами и музыкой. Wow, so that means that you could practice. И можно было просто приходить и заниматься всем, чем хочешь. Именно так. Но, конечно, все эти занятия должны были укладываться в рамки советской идеологии и пропаганды. Я поняла тебя. И знаешь, по-моему, в этом даже есть некая романтика. Мы сейчас слишком привыкли прятаться за гаджетами и не видеть ничего и никого вокруг. Я порой жалею, что мы именно так стали жить. Ну ты еще 19 век вспомни. Балы, кареты, прекрасные дамы в кринолинах. А я бы не отказалась сходить на бал. Ох уж эти женщины. Неожиданно из здания стали толпами выходить выпускники, и мы просто не могли их не поздравить. здравствуйте. Мы вас поздравляем с выпуском. Да. Мы путешествуем по Казахстану. Это Манон, моя спутница с Франции. Ей показывают всю страну. И вот мы были в Шымкенте, в Сайраме. Сегодня ездили в Казыурт, или как там, недалеко от Балхаша. Как гора такая священная, там Балкатата и Амангельды, это пещера. Вот сегодня в Балхаше мы снимаем. Давайте мы с вами сделаем селфи на память. Ух ты, как здесь потрясающе! Вот, не зря же хотела сюда зайти. Да, здание действительно мне очень нравится. Оно невероятное. Говорю тебе, что теперь это одно из моих самых любимых зданий в Казахстане. И, кстати, мы же говорили о бале. Да, мне кажется, это место идеально подходит. В таком случае с радостью приглашаю тебя на танец. Правда же, ощущаешь себя здесь дворянином? Однозначно. Я бы даже с удовольствием пожил в таком дворце. Хотя бы денек. Почему нет? Да, почему бы и нет? И как джентльмен я приглашаю тебя на тур вальса. С радостью.
Нам удалось не только заглянуть во все залы Дворца культуры, но и побывать на репетиции какого-то местного творческого коллектива. Манон была в полном восторге. Ничего подобного она раньше не видела. So as we had a walk in the evening yesterday, I think, Видимо, из-за того, что наша прогулка состоялась вечером, город показался мне спокойным и даже сонным. Но он хорошо подходит для прогулки с родными. Здесь очень теплая семейная атмосфера. И это создает особый шарм, за который, думаю, люди и любят его. Совершенно с тобой согласен. Но поскольку уже начинает темнеть, думаю, нам стоит ненадолго попрощаться со зрителями. Теперь мы с вами увидимся уже в отеле, который расположен на берегу озера. Звучит круто. Пойдем. Идем. Привет! С добрым утром! Как ты? Знаешь, я отлично отдохнул. Я тоже хорошо выспалась. Я чувствую себя заново родившимся и готов к нашему заплыву. Супер, это здорово! Кстати, хочу рассказать, пока идем. Балхаш в это время года настоящая Мекка для рыболовов. В этом водоеме водится более 20 видов промысловой рыбы, так что ни один рыбак, даже новичок, не уйдет без улова. Осенью же сюда устремляются еще и охотники. Понятно. Здесь можно поохотиться на зайца, волка, лису и фазана. Да и много еще на кого. Это место идеально подходит для охоты и рыбалки. Я знаю, что оба эти занятия тебе не по душе, особенно второе. Но что, если мы все-таки немного порыбачим сегодня и поплаваем? Не возражаю. Заметил, кстати, как сегодня жарко. Я готова погрузиться в прохладную морскую пучину хоть сию же минуту. Поддерживаю, но я также рассчитываю не только искупаться, но и на чем-нибудь покататься по водной глади озера. Не принципиально на чем. Подойдет лодка, катамаран или даже скутер. Звучит круто. Пойдем? Идем. Have you heard about the legend regarding the Balkhash Lake? Вы когда-нибудь слышали легенду об озере Балхаш? Она гласит, что в степи жил чародей Балхаш, и была у него красавица-дочь Или. Многие богатые женихи с караванами, груженными шелками и золотом, претендовали на руку девушки. Да вот только она полюбила бедного пастуха Каратала. Несмотря на протесты отца, Или сбежала с возлюбленным, но колдун, узнав о побеге дочери, наложил на молодых заклятие, и они превратились в две реки – Или и Каратал, которые стремительно несут свои воды с гор. А для того, чтобы эти реки никогда не соединились, Балхаш упал между ними и стал озером. Вот такая вот печальная история. Swiftly flowing from the mountains. Then Balkhash decided to lie between these two rivers so that they will never meet. This is the story. Пока Манон предавалась лирическим размышлениям, я нашел профессионального рыбака, который пообещал организовать для нас прогулку на катере и небольшой мастер-класс по рыбной ловле. Здесь, конечно, очень ветрено, но как же круто здесь находиться. Чувствуешь свободу. Никого вокруг нет. Мы единственное судно, спустившееся на воду. Как круто. Алишер, спасибо, что убедил меня сделать это. Пожалуйста. Я вообще давно не рыбачила, а уж сидя посреди озера, так и подавно.
Обращайся. Как думаешь, мы что-нибудь поймаем? Не уверен, но надеюсь на это. Я тоже надеюсь, потому что я действительно так себе рыбак. Но хоть какую-нибудь рыбку поймать очень хочется. Давайте легенды монстра есть? Ну, даже легенды. А вот промыла есть. На южном берегу? А что там есть? Там побольше, там как раз сом. Сом большой. А здесь нету такой большой сом? Здесь нету такой большой сом? Да! Алиш! Come back! Алишер, вернись! Okay, guys! Друзья, к сожалению, погода испортилась и не дала нам поймать сегодня ни одной рыбки. Хотя о чем это я? Одну-то рыбку мы поймали, вот она. Вот он я, однозначно пойман. Да, лучшее, что мы смогли сегодня поймать, это Алишер. Друзья, мы поговорили с местными жителями и подготовили для вас пару советов, которые сделают отдых на Балхаше по-настоящему комфортным. В первую очередь запасайтесь средствами от комаров. Их здесь действительно очень много, особенно у воды. Во-вторых, если во время вашего отдыха вдруг пошел ливень, не отчаивайтесь. Из-за быстрого испарения влаги уже на следующий день будет сухо. В-третьих, на большинстве пляжей нет кафе, поэтому если не хотите остаться голодными, не пропускайте трапезу в отеле. И в-четвертых, вы, конечно, можете перекусить чем-то прямо на месте. И помните, в магазинах на пляже все очень дорого, поэтому завтрак в отеле, правда, лучше не пропускать. И наслаждайтесь отдыхом на Балхаше. Мы прогулялись по пляжу и купили огромный вкуснейший арбуз всего за $2. Его мы ели в течение всего дня, а под вечер, сытые и довольные, отправились гулять по округе. Алишер, смотри, что это там? Как считаешь? Похоже на какой-то мемориал. Хочешь выяснить? Да, пошли. Пошли. Поднявшись в гору, мы обнаружили довольно потрепанный монумент в форме факела. Ничего интересного. Мы уже было расстроились, но в один миг все изменилось. Ты только взгляни, какой потрясающий вид. Прямо взгляд ласкает. Да, действительно красиво. И город отсюда видно. Вон дом культуры, где мы вчера с тобой были. Здорово, видно и пристани, все строения. Как же красиво они подсвечены закатным солнцем. Да, отсюда открывается потрясающая панорама. Давай немного полюбуемся просто в тишине, вдали от городского шума. Как скажешь. Yeah, as you wish. Подведем итоги. Бензин $16, обед $10, отель $20 с человека, рыбалка на катере $40, арбуз $2. Итак, за время нашего путешествия на двоих мы потратили $108. Ну что же, наше сегодняшнее путешествие к озеру Балхаш подошло к концу. И лично для меня оно стало незабываемым. Прекрасные горы, наши поиски пещеры — это было потрясающе. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Отлично звучит. Скоро увидимся. Sounds good. See you soon. See you soon.